Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители и гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Каких подарков ждать от судьбы? Что удивит, а что порадует? Мои дорогие, если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Каких подарков мне ждать от судьбы? Что меня удивит, а что порадует? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, каких подарков вам ждать от судьбы. Что вас удивит, а что вас и порадует. Так, ну вот слон сразу вышел. Слон. Обожаю слонов. Это просто, не знаю, вот слон как бы он прекрасен. Он прекрасен во всех значениях. Это изобильность, это достаток, это реализация, это счастье в доме. Понимаете? Вот слон, смотрите, какой слон. Вот с носиком хобот свой вверх поднял. Мои девочки, а вы смотрите, вы его этого слона еще и кормите, да, чтобы рос, чтобы становился больше, чтобы больше радости принес, чтобы больше счастья, чтобы наполнялся ваш дом с каждым новым днем. Милые мои, прекрасный знак, так держать, так пусть и будет, поскорее, поскорее пусть это все исполнится. Так, ну давайте пойдем снизу вверх. Смотрите, какие подарки вам от судьбы идут. Во-первых, я вижу, что здесь какой-то вот кот, которого вы сможете приручить. Приручить будет, знаете, вот из такого злого, противного дворового кота станет ласковым мурчиком. Да? Кстати, может быть, действительно буквально какого-то вот кота, либо котика, да, вот вы возьмете к себе в дом. Либо начнете там подкармливать, что ли, да, вот как-то помогать этому животному. Почему-то вот вам прям приглянется. А может быть, это в прямом смысле, в переносном смысле человек, который, ну, как знаете, кот, который сам по себе гулял и по жизни был таким, знаете, немножечко обозленным, и вам удастся этого человека приручить, с ним поговорить, ну, приручить в хорошем смысле слова, да, поговорить, найти общий язык и подрасслабить этого человека, чтобы человек понял, что есть дружба, есть хорошие, добрые отношения. И знаете, вот мне также идет, что кто, например, искал себе друга, кто искал себе душевного друга, друга по любви, то вот этот кот может стать вашим другом. Он, конечно, похож на мартовского кота, но еще раз говорю, при хорошем обращении, при ласке, при любви он может стать именно домашним котиком, добрым, пушистым и ласковым. Вот так вот, мои девочки, потому что у котика здесь у нас, видите, сердечко такое небольшое идет. Да. Котик хороший. Хвостик его у него вверх, значит, он идет именно с хорошим. Так, у вас здесь идет в подарках ситуация, когда вы действительно получаете что-то большое и длинное. Уж не знаю, что это такое. Какой-то подарок, а сверху там луна. Луна, причем луна... Да, это на конец месяца у вас идет. На конец месяца какой-то подарок длинный. Вот я не знаю, что-то длинное, что-то интересное. Давно хотели, давно присматривались. И вот вам прям в руки идет этот подарок. Либо вам действительно кто-то его подарит, либо так случится, что вы вот сами себе сделаете подарок нежданно-негаданно. Но эта вещь вам нужна. Вы давно ее хотели, давно о ней мечтали, давно к ней присматривались. Вот, так что не жалейте, это именно вас судьба туда привела. Ну, либо привела того, кто вам этот подарок сделает. Так. Еще из подарков я вижу обручальное кольцо с камушком. Кто-то получит предложение руки и сердца, а может просто подарок от любимого человека. Именно идет колечко. Может, кстати, и сами себе купите. Это тоже может быть. Но это колечко, оно необычное. Оно необычно какой-то своей уникальной красотой. И я не знаю, там в нем камень, что ли, какой-то необычный будет. Вы его ценность этого колечка поймете только лишь со временем.
То есть, знаете, как оно? Оно куплено без задней мысли, да? Либо если вам дарят, то человек не особо разбирается, либо если вы сами купите, тоже как-то на это внимание не обратите. И только по прошествии определенного времени у вас просто будет ужасное такое удивление, шок. Какую необычную вещь мне подарили, либо я приобрела. Это реально что-то вот на грани фантастики будет. Что конкретно я не могу тут сказать, но то, что это вот под месяцем идет, под месяцем, да, это вот прям, это скрытый момент сейчас, но прозрение, получение, это будет какое-то уникальное. Так, здесь у вас Занька вышел. Занька у нас, конечно, трусишка. Трусишка, придется вам узнать о чьей-то слабости. Понимаете, кого-то еще будете уговаривать, что трусить не надо, что все нормально, все хорошо. Подарком, конечно же, будет потом благодарность этого человека. Этот человек благодаря вам, я не знаю, что-то сможет решить, сделать, получить. И вас просто потом засыпет. Тут и цветы будут, и какие-то вот прям, я не знаю, то ли вкусняшки, то ли нужняшки. Вот что-то человек прям вообще не пожалеет. Ни денег, ни сил, ни возможностей. Все для вас сделает. Потому что то, что вы поверите в этого человека, дадите подсказочки, это очень дорого для этого человека будет. Этот человек будет там вашим на века, да, на года. Так, еще из подарков. Из подарков я вижу здесь повышение либо продвижение. Вот на работе как-то ситуация кардинально начнет меняться. Буквально там в ближайшие несколько, там месяц-два будут изменения именно качественного уровня. А здесь может быть какая-то реорганизация, может быть какой-то новый проект откроется. И вы в ряду первых, вот прям первейших кандидатов на новые должности, на получение каких-то должностей. То есть вас будут рассматривать в первую очередь, потому что вы реально заслужили. Как будто бы долго вы вот засиделись на своем месте, ничего не происходило, и вот вас будут рассматривать. Если вы в поисках работы, то подарком судьбы будет то, что вы найдете работу просто прекрасную. Только вы должны быть готовы к тому, что она вам как-то в первые, несколько, не знаю, там дней, может быть, не приглянется. Вы согласитесь, потому что надо. Но в процессе, когда вы начнете работать, ходить на эту работу регулярно, вы поймете, что это просто именно оно. Чего хотела, чего то и получила. А работа будет супер, коллектив будет замечательный, оплата хорошая. И вам так понравится то, чем вам предстоит заниматься, что вы просто будете на работу порхать. Да? Не как обычно. Человек еле-еле там просыпается, себя от подушки отдирает. А нет, вы будете прям лететь на эту работу. Так хорошо вам там будет. Так что не переживайте, судьба о вас в этом плане позаботилась. Следующий момент. Здесь идет вот отношения. Отношения в семье, в браке, в доме, в семье. Смотрите, здесь как-то какой-то таракан бегает. Таракан, вот, может быть, в голове у кого-то тараканы бегают. Может, у вас в прямом смысле тараканы завелись. Да, от кого-то перебежали. Но тут чье-то очень сильное влияние идет. Вот с кем в семье у вас сейчас какие-то конфликты, недопонимания, неполадки, знайте, что это чье-то чужое влияние. Кто-то очень активно, стабильно влияет. Прям, подсылает этих тараканов, и они засоряют пространство, засоряют головы. И нужно именно искать первоисточник, да? Искать того человека, который вредит. А вы найдете, это будет для вас очень удивительно, потому что действительно удивитесь, вы и ждать не ждали, и догадываться не догадывались, что именно этот человек вот занимается таким нехорошим делом, да? Я вижу, что вам удастся навести порядок в семье, в доме, в отношениях. У вас буквально вот за месяц будет полностью пересмотрено все, что происходит. Уйдут конфликты, уйдут споры, ссоры, недоговоренности, секреты, претензии. Вот что у вас там негативное происходит. И вы выйдете на какой-то прям совершенно новый уровень, вот не знаю, какой-то рекламной семьи, да, вот как в рекламе по телевизору, когда все за одним столом улыбаются друг другу, все очень вежливые. Вот вы выйдете на этот уровень. На самом деле люди в семье друг друга любят. Но есть какой-то вот персонаж, назовем его так, да, который вот как спрут пустил свои вот липкие клешни, пытается в какую-то вот гадость, да, внести в ваш дом, какой-то разлад, раздор в каких-то своих, кстати, корыстных целях. Вот это вот будет для вас, конечно, большой неожиданностью, неприятный сюрприз, да, когда вот с этим человеком все прояснится и все выяснится. Но еще раз говорю, у вас семья хорошая, люди все друг друга любят, это влияние других лиц.
Так, еще по поводу сюрпризов и подарков, что вас будет удивлять и что вас будет радовать. Смотрите, здесь момент действительно каких-то подарков идет. Может, у вас день рождения, может быть день рождения у кого-то из ваших родственников, в семье может быть день рождения. Здесь будут подарены подарки какие-то вот прям, я не знаю, просто засыпят вас что ли подарками, вы не ждали. Почему-то вам вот кажется накануне, да, что особо никто ничего не подарит. Ну там деньги могут подарить, там по мелочи, да, что-нибудь. А на самом деле принесут что-то вообще невероятное, важное, нужное, полезное. И я вижу, что вы вот с кем-то, да, перебираете эти все подарки в таком эйфории, в такой, да, в таком хорошем приподнятом настроении, насколько вот, да, у вас все это замечательно, что вот неожиданно вам надоели столько нужных вещей, столько нужных подарков. Может быть, кто-то, да, например, там соседи ваши будут переезжать, да, и они не могут все с собой взять. Они к вам придут и скажут: ну, там, дорогие соседи, мы переезжаем, мы не можем все с собой забрать, вот вам, пожалуйста, там наша новая мебель. Ну, я вижу просто ваши счастливые глаза, да, потому что вам что-то дают. Дают очень нужное, очень хорошее и очень такое прям важное для вас. Понимаете, вот такой момент именно проходит. Знаете, как заслужили. Заслужили, это к вам идет. Так, еще из подарков. Из подарков у вас здесь открытие каких-то способностей, каких-то возможностей. Причем вы их открываете в себе вот как-то потихоньку, поэтапно и очень сильно этому рады. Не знаю, вы начинаете что-то делать, чем-то пользоваться. И вы видите результат. Это вот тоже, знаете, как-то очень приятно вас удивляет, то, что результат есть от ваших каких-то увлечений, хобби. Да, вот. Да, может, вы на танцы там пойдете, да, запишетесь, и у вас там вас тренер будет хвалить, или вам будет даже самой там нравиться, как вы танцуете. Вот этот момент очень четко здесь прописан. Так, самый главный важный подарок — это любовь. Это любовь, это наполненность и это счастье. Знаете, здесь все-таки два персонажа, два человека, и вот они ищут друг друга. Здесь два человека, которые пытаются навести мосты и сделать общую дорогу друг к другу. То есть, если вы не в паре, не в отношениях, то знайте, что ваш любимый человек вас уже ищет. И для вас самый главный подарок — это будет встреча с этим человеком. Он сам вас найдет, он сам с вами встретится и сам с вами познакомится. А вы, главное, маякуйте ему почаще. То есть, выходите на улицу, поезжайте куда-то, ходите там к друзьям, в гости, в кино, не знаю, там в парк. Понимаете, ему трудно вас найти. Он вас чувствует, но он вас пока еще, да, не нащупал, где же вы находитесь. Девочки, вот это будет самый важный подарок, это вот встреча с любимым человеком. У кого-то, кстати, может быть вот прям, я не знаю, даже страсть, безумная страсть, может с мужем случиться, может муж там приедет из какой-то дальней командировки, может быть вы с кем-то сойдетесь, неожиданно сойдетесь. Ну тут буря идет, буря страстей, буря эмоций, влюбленность, яркость. И знаете, вот какое-то наслаждение именно жизнью идет. Вы живете полной жизнью, вы очень рады тому, что происходит. Еще вот из приятного, смотрите, вот помощь будет оказана, помощь вам помощь будет оказана от тех, кого не просили, да. Вот вы нуждаетесь в какой-то подсказочке, помощи, каких-то делах, и к вам неожиданно приходят люди, здесь двое либо трое, которые вам помогают от чистого сердца, за просто так, за спасибо, понимаете, за то, что вы есть в их жизни. Люди вам помогают, и вы очень благодарны этим людям. Вы хотите оплатить, а они говорят: нет, мы не принимаем оплату. Для нас очень важно видеть твою улыбку, твои счастливые глаза. Понимаете, вот именно радость от того, что вас любят бескорыстно, не за что-то, а потому что вы есть. Вот это для вас будет самым важным даром. На самом деле я не вижу, что вы меркантильная, либо для вас важны какие-то действительно физические подарки. Для вас больше важны отношения, хорошее, доброе отношение к вам, хорошее здоровье. Кстати, по здоровью я хотела вам отметить, что у вас по здоровью идет полная чаша наполненная. Улучшение по здоровью для вас будет неожиданно хорошей новостью, подарком от судьбы, не знаю, как хотите, так и называйте, то, что вы
вопреки каким-то обстоятельствам, да, если у вас там хронические заболевания, либо вы там с кем-то накануне не очень здоровым пообщались, что тут прям, да, как говорят, пронесло, да, что все у вас будет замечательно. Чувствовать вы будете себя бодрячком, будете себя прям, знаете, по жизни нести, и все будет у вас замечательно. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.